Ну, во-первых, данный проект я уже знаю, как он реализуется третий год уже. Мы со стороны администрации президента уже третий год непосредственно сотрудничаем в рамках данного проекта. И действительно, данный проект является основой миростроительства. Так как, когда он в 2021 году еще создавался, тогда было только 10 клубов, молодежных клубов миростроительства в регионах. На данный момент, в прошлом году я был на ежегодном отчетном заседании, там уже было 20 клубов. В этом году, буквально середина года, уже 32 клуба. Это говорит о чем? Это говорит о том, что молодежь заинтересована. И со стороны государства должна быть поддержка. Так как молодежь является стимулом для развития, является основой для предотвращения любых конфликтов. Потому что любые дестабилизации, любые провокационные акции делаются кем-то, используя молодежь. И мы должны нашу молодежь обучить, дать навыки, чтобы они свою силу, свою энергию делали во благо нашей страны, чтобы они предотвращали конфликты, чтобы они не допускали какие-то либо чрезвычайные обстоятельства, ситуации в нашей стране. И я думаю, данный проект является уникальным своего рода тем, что мы, молодежь, обучаем всему хорошему. Да? И если вы знаете, в ноябре 2020 года был принят указ президента Кыргызской республики о концепции Кыргыз-Жараны. И данный проект начал действовать, еще не разработан план действия, он уже действовал. Получается, наш партнер, именно IPD, является основой деятельности со стороны молодежи именно в плане реализации концепции Кыргыз-Жараны. Я думаю, мы должны использовать это. Я бы попросил всех наших международных доноров, донорских организаций поддержать данный проект. Я думаю, мы еще в будущем будем активно работать в этом направлении. Желаю всем молодым, которые здесь сегодня принесли всех регионов Кыргызстана, удачи, успехов и процветания. Спасибо большое.